Как дела, тетушка? Хорошо, хвала Аллаху. Это была хорошая женщина, старая. Она разговаривала с нами на их местном диалекте. Что с твоим сыном? Сын мой, клянусь Аллахом, я не знаю, что с ним. Я все время плачу по нему. Когда я к нему прихожу, он тоже плачет. Плачет? Тетя, он относился к тебе почтительно? Почтительным был? Хорошим? Да, одевал меня, помогал мне, везде со мной ходил. Ходил с тобой по больницам, по врачам? Да, вот глаза мне там подправили. Хвала Аллаху. По милости Аллаха к тебе вернулось нормальное зрение? Да. Да воздаст ему Аллах благом. Он был благочестив с тобой и ухаживал за тобой? Да, ухаживал. Из твоих детей он самый лучший? Он, каждый из них сам по себе. Отдельно? Работают, своя жизнь у них. Никто из твоих детей не приходил к тебе, кроме него? Только он приходил. Когда ты в последний раз видела его, тетя? Уже 2 месяца, как я его не видела. 2 месяца ты не ходила в тюрьму. На праздник ты к нему не пошла, так как не было денег? Да. Поэтому ты и не пошла к нему на праздник? Клянусь Аллахом, я почувствовал большой стыд, когда она сказала, что дошла до того, что просит у людей в мечети денег, чтобы только ее сын вышел на свободу. Его дети живут с тобой? Да, вон наверху живут. Как это может происходить, когда среди мусульман есть достаточно могущественные и доблестные люди, которые могли бы помочь? Ее сына уже отпустили, а она об этом не знала. Сейчас он по дороге к дому своей матери. Он сказал, что первое, что он сделает, это поздоровается с матерью. Это было удивительное чувство. Мы слышали, как она жалуется, а сами знали, что ее сын сейчас едет к ней, свободный от всех долгов, а она этого не знает. Это был сюрприз. Как ты обрадуешься, если он зайдет к тебе? О, это было бы самое лучшее, что в этой дуне. Чтобы он зашел ко мне. Если он зайдет, я бы восхвалила Аллаха и была ему благодарна. Маша Аллах, да удлинит Аллах твои дни. Иншаллах, ты увидишь его, соизволения Аллаха. لم تدارك بلطف فليس لي من مناص إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناص إن لم تدارك. Также были прекрасные моменты, когда к нему зашел его маленький сын, после того, как отец отсутствовал 4 года. Уважаемый брат, уважаемая сестра, если у тебя есть семья, с которой ты можешь проводить время, знай, что это милость от Всевышнего Аллаха. Некоторые люди лишены ее, как это было в случае с этими 2 заключенными. Не пренебрегай своими родителями, женой и детьми ради того, чтобы выйти куда-то с друзьями, или заняться хобби, или даже работой и торговлей. Это все не самое главное. Все это должно стоять только после твоей семьи. Не обманывай себя, что ты все это делаешь ради них. Они не хотят этого от тебя. Всей этой дополнительной работы и денег они хотят именно тебя. Дошло послание?